Заповедник Хакасский впервые за много лет получил доказательство того, что снежный барс в Хакасии есть. Его видели сразу 2 человека, о чем они сообщили экологам. Их свидетельства, а также следы на траве практически не оставляют никаких сомнений. И подробнее об этом следующий материал. У нас стоял посреди дороги, было большое. Хвост длинный. Какой высоты? Такой где-то высоты. Сначала посмотрел на машину, потом повернулся в мою сторону, посмотрел. В жизни Миши таких мгновений, скорее всего, больше никогда не будет. Подросток живет с родителями на метеостанции вблизи Большого Она. И во время прогулки на велосипеде встретил самого загадочного зверя Саяна Алтая. В это же самое время рядом проезжал Владимир Бакшеев из Абазы, и он тоже его увидел. Хоть ты убил, на гепарда больше похоже. Знаешь, вот как на картинке. Он же леопард, барс. Леопард, да. Оба свидетеля одинаково описывают зверя. Пятнистый окрас, круглая голова, длинный изогнутый хвост, который есть только у барса. Сотрудники заповедника сразу выехали на место и также нашли характерные следы. По ним видно, что, встретив человека, ирбис постарался быстрее скрыться, шаг стал длиннее. У специалистов нет сомнений, это он. Однако большая загадка, как хищник мог оказаться в районе Большого Она. Ведь его родная стихия – самая недоступная тайга, ее высокогорье. По одному из многих предположений, снежная кошка могла спуститься в поисках партнера для создания пары или банально в поисках еды. По наблюдениям нашего госинспектора, который осматривал эту территорию, где видели барса, там достаточно оживленная тайга, то есть большое количество зайца, и косуля встречается, и кабарга, поэтому здесь ему есть что покушать. Может быть, он приходил за этим. Заказник Пазарым, вблизи которого и произошла сенсационная встреча, ключевой коридор миграции снежного барса. Но обнаружить его невероятно сложно. Во-первых, это труднодоступные гольцы. Во-вторых, площадь территории 500 000 гектаров. И до сих пор запечатлеть зверя на фотоловушку не получалось. Показания очевидцев в корне меняют ситуацию. Теперь специалисты изменят зону обследования, и, возможно, их усилия увенчаются успехом. Кроме того, заповедник объявляет фотоохоту на барса. Тому, кому посчастливится запечатлеть кошку в Таштыбской тайге на фото и видео, руководство готово выплатить денежное вознаграждение.